Дорогие друзья, золотой век. Россия выделяет огромные деньги на развитие образования. По всей стране строят гимназии и лицеи. Итак, представьте, Чечня, 18 век, лицей номер 25. Это лжет, вы даете. Магомед, а я хочу поднять за тебя. Спасибо. Это тебе спасибо за то, что ты построил не лицей, а ресторан. Беда! Что случилось? Из Петербурга человек приехал с проверкой. Подождите, с проверкой в Чечню? Да, Один? да. Я боюсь этого человека. Что делать? Что делать, черт? Кол, нас поставить на кол. Успокойтесь. Да что вы паникуете? Посадим его за стол, он покушает, вмажет и угомонится. Никаких покушает и вмажет. Мы не можем так разговаривать. Почему? По бумагам это все лицей. А мы преподавательский состав. Поэтому мы будем трапезничать. Оу, я не буду трапезничать. Не будешь трапезничать, не вмажешь. Ладно, только пацанам не говорите, что я трапезничаю. Ладно, дальше. Лицей русский, поэтому и преподаватели должны быть русскими. Муса? Что? Ты теперь Евлампий. Не лампи. Почему? Что я сделал? Не только ты. И ты Евлампий. И ты Евлампий. И самое главное, если мы сейчас быстро еще одно русское имя не вспомним, нас раскусят. А если нас раскусят, я вам всем бошки поотрываю, чертовой Добрый матери. вечер. Да коли, собственно. Извольте изъясниться, милостивый государь, что подтолкнуло вас? Крестьянское образование, либо хамство природное, Богом безмерно данное прервать заседание педагогического коллектива Царского лицея? Прошу прощения, господа. Слышал? Я, господа. Зато ты трапезничал. Не трапезничал. Я вижу, ресторан вы здесь построили чудесный. Что вы, сие не ресторан, сие лицей, а это наш преподавательский состав, знакомьтесь. Геннадий Петрович. Евлампий? Евлампий. 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 Вы что, все Евлампии? Вы на Кавказе первый раз? Да. Кавказ суров. Фантазии родителей мы здесь не обсуждаем. Ну что ж, понятно мне. А почему в лицее вашем, на удивление, парты так круглые? Ответ мой прост. Представьте, солнце, утро, глаз, Чечня. Ну, чтобы вы не забывали, где сейчас. Учитель задает вопрос, ответ все знают, ринулись к доске. И в этой суматохе об угол кто-то зацепился. Отсюда травматизм, увечья. И это понял я. А почему на партах тех тарелки, вилки и ножи? Кавказ суров. И не приемлет он оценки и дневник. Ответил хорошо, держи шашлык. Ответил плохо, смотри, как ест отличник. Похвально то. Тогда еще вопрос. Зачем же пепельницы на столах? Чтоб на пол не стряхивали. Милостивый государь, сие бесстыдство, оно возникло тут, не дать не взять. Так давайте нормально, здесь снятся эти стихи, уже реально крышу сносят. Ну как по кайфу? Короче, это наш лицей. Ассаламу алейкум, Магомед. Хороший ресторан, поэтому хорошая песня. Поехали. Зачем нам школа, зачем нам лицей? Я сам его открываю. Когда есть в ресторане много друзей. Магомед, желаем тебе мы долгих лет. Ты наш друг, физик, химик и физрук. Здравствуй. Мы пойдем. Слушайте, да что у меня голову морочите, это же явно ресторан. Да какой это ресторан? Здравствуйте, Магомед Анатольевич. Можно к вам, да? Да, конечно. Мы тут с детьми позанимались математикой, значит, сделали скворечники, а сейчас идем на открытый урок в лес собирать гербарии. Идите. До свидания, До ребята. свидания. Ты смотри, наш сумасшедший первый раз в тему пришел. Вот видите? Действительно, лицей. Слушайте, а где у вас тут тогда ресторан? Очень проголодался с дороги. Ой, да зачем куда-то ехать? Давайте отужинаем прямо здесь. В лицее? Перешагнем через наши принципы и покушаем прямо в лицее. Пройдемте. Да, конечно, гутер местный, Касабланка. Но и Грозный тоже не Париж. Официант? Здравствуйте, что будете заказывать? А что у вас есть? Есть шашлык из баранины, из телятины, из индейки. А есть из свинины? Что, так вкусно?
Хочу шашлык из свинины. Желание гостя для нас неожиданно, но закон. Неси шашлык. Я к ней не притронусь. Иди что-нибудь придумай. Я извиняюсь, а можно вопросик? Да, конечно. Чисто так, гипотетически. Гипотетически. Если бы какая-нибудь из соседних республик попросила бы у вас деньги на строительство лицея, начали бы строить, а получился какой-нибудь ресторан, что бы тогда? Ну, тогда, я думаю, их бы на всю жизнь послали на каторгу. Гипотетически. А если бы они вам, ну, чисто так, гипотетически, предложили 40 баранов, что тогда? Тогда, я думаю, я бы закрыл на это все глаза. А 30? Вот ваш шашлык из свинины. Приятного аппетита! Слушайте, какой-то странный у вас лицей. А знаете почему? Почему? Потому что у нашего лицея есть тайна. Тайна? Слушайте. Лицей культур вместе хранит много тайн. Войди в наш лицей и ту тайну узнай. Тайну ту хранит припев. Припев отдаст на все ответ. Но только не сразу припев прозвучит. Сейчас. А тайна лицея манит и манит. Сейчас. И понятен нам ваш гнев. Для вас поем другой припев. Иногда кажется нам, что это зима. Спасибо вам большое за теплый прием. Я поехал. Куда? Как куда? У меня дела. Вы что, не будете дальше проверять? Я вас и не проверял. Вы не ревизор? Нет, конечно. А что вы нам мозги компасировали? Что это? Так, подождите. Я когда сюда зашел, я что спросил? Это ресторан? А вы, нет, это лицей. И задолбали, лицей. Я просто покушать хотел. Здравствуйте, это лицей? Какой это лицей? На улицу вывеску неоновую не видел? У Магомеда. Так это все-таки ресторан? Конечно, ресторан. Так это ресторан. Конечно, ресторан. Видишь, столы круглые, пепельницы стоят. Хорошо, так и запишем. На царские деньги вместо лицея построили ресторан. А вы кто? Ревизор. Дорогие друзья, возможно, кто-то скажет, что мы украли концовку Гоголя. Да, так и есть. Просто понимаете, у нас только две книги было. Сидни Шелдон и Ревизор. Согласитесь, было бы глупо, если бы все заканчивалось вот так. А ты кто? Ревизор. Их сердца вновь забились в унисон, и только проказница луна стыдливо освещала их счастливые лица. Согласитесь, глупо, друзья. Читайте классику.